YouTube-канал в связи с последними событиями. Жизнь идет. Буду рассказывать в этом канале, что я продаю, чем занимаюсь, что касается денег, здоровья, чем я живу. Буду делиться. Хочу быть полезной для вас. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки, нажимайте на колокольчик и всегда будете со мной. Мария Уваровская. Кто она? Я ее знаю как участницу автопробега. Пробег этот стартовал 20 апреля в селе Хатырык Намского улуса Республики Саха-Якутия в 2007 году. Финишировать участницы пробега планировали 20 мая. Протяженность маршрута было 20 тысяч километров. Путешественницы пробыли в дороге около 30 дней. Автопробег проходил по маршруту Якутия, Казахстан, Киргизия, Якутия. Он охватывал более 17 регионов России. Помимо Киргизии, Казахстана, это Амурская, Читинская, Иркутская, Кемеровская, Курганская, Омская, Новосибирская, Самарская, Челябинская области, также Алтайский край и республики Бурятия и Башкортостан. Целью автопробега было содействие развитию дружеских отношений между народами, установление дружеских отношений между женскими общественными организациями, дальнейшая активизация и развитие женского движения в Якутии, привитие бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России, патриотическое воспитание молодежи. Автопробег носил название «По дорогам дружбы и солидарности народов», и он был посвящен 110-летию со дня рождения республиканского государственного деятеля Максима Кировича Амосова и 375-летию вхождения Якутии в состав России. К сведению, Максим Кирович Амосов – историческая личность в Якутии. Он политический и государственный деятель, один из основателей советской социалистической государственности в Якутии, Казахстане и Киргизии, организатор комсомольско-молодежного движения в городах Сибири. Родился он в 1897 году, был репрессирован и расстрелян в 1938 году.
Свою предпринимательскую деятельность Мария начала в суровые, как сейчас называют, лихие 90-е годы. Это были первые торговые лавки, которые по всей территории России начали открывать простые челноки. Челноками называли тогда тех, кто свои товары привозил в основном из Китая в баулах на своем горбу. Ездили они на уазиках-буханках, так как современных асфальтированных автотрасс тогда еще не было, а трасса Лена в те годы была простой грунтовкой. Представьте себе, какими они были. Наверное, в эти годы и сложился у Марии упорный и твердый характер и вера в свои возможности жить по принципу и девизу «мысли материальные». Сейчас у Марии свой бизнес довольно расширенного профиля. Работает у нее швейный цех, свой магазин, торговый зал, который она сдает в аренду более крупным компаниям. В данное время, с переходом на удаленную деятельность во всей сфере жизни из-за карантина коронавируса COVID-19, она решилась на торговлю через сеть интернет. Торгует она новинками, на которые спрос у населения довольно активный. Далее в ее роликах реклама ее товаров. Не забудьте нажать на колокольчик и подписаться на канал.